А сотрудники банка на колесах Анна, Дмитрий и Томила продолжают работу. В очереди к ним еще стоят люди. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Поли. Настоящее время. Было более доказательно. Газета «Вашингтон-Пост» написала, что Украина оказывала помощь противникам Башара Асада во время свержения его режима. Источники газеты сообщили, что украинская разведка, среди прочего, поставляла беспилотники для исламистских группировок. «Вашингтон-Пост» написала, что в Сирию доставили 150 дронов и туда прибыли 2 десятка опытных операторов из Украины. Они работали в Идлибе, помогая Хаят Тахрир аш-Шам. Организация признана террористической во многих странах мира, в том числе в США, странах ЕС и России. Москва не раз заявляла об участии Украины в противостоянии с правительственными силами Сирии. В Киеве это не признавали. Журналисты отмечают, что западные разведки считают украинский вклад в падение режима достаточно скромным. Издание пишет, что Киев это делал в политических целях, чтобы нанести поражение России, одному из главных союзников Асада. Тысячи заключенных вышли. Вот видите, значит, все-таки информаторы Майкла Наки, все-таки есть хорошие информаторы у Майкла Наки. Он, я думаю, позорится и пиздеть не будет. Так что тут, которые украинцы писали, не может быть, вот. Понимаете, я же говорил вам, давайте подождем. Подождем, я же вам говорил. Вот и все. Теперь ясное дело. Я поэтому и говорю, чтобы теперь, послушайте меня внимательно. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан тоже, как говорится, ждет какой-то, так скажем, взаимности. Почему? Потому что если у нас не будет вот этой взаимности между рядышком стоящими республиками, особенно где сейчас идет война в Украине, то я не знаю, блядь, кто кому должен, как говорится, помочь. Вот тут заговор-то в этом. Вот поэтому я и говорю, чтобы мы увидели друг друга, мы увидели, как говорится, ближайшие, так скажем, проблемы, чтобы помочь друг другу. И в тот же момент здесь уже сирийцы там приедут вам помогать. Это умопомрачительная мысль. Но вот мы к вам можем приехать, помочь. Точнее, не к вам, а мы свои регионы сперва освободим, а потом пойдем на Москву. Вот эта тактика будет идеальная. А для этого, как говорится, нужно как-то щекотиться, нужно как-то какие-то действия делать в более вышестоящих местах. Поэтому я и говорю, связывайте меня, я все, как говорится, по полочкам разложу, что, как оно должно быть. Примерно так. А то от Кашапова, от Руслана Габбасова нихуя ничего не дождешься. Они спят. Как и народ весь сам тоже спит. Я не сплю. Я 24 часа онлайн, блядь. 24 часа мониторю. 24 часа, блядь, нахуй наблюдаю, что происходит. Так что в любое время, как говорится, можете мне написать. Телеграм-канал есть у меня. Связать меня именно с украинской басотой, которая, блядь, рулит над этой войной. Вот и все. Узкожопом хуй вам сраку всем, блядь. Пизда придет, блядь. Москву мы все равно уничтожим. Давайте. Олга.